Добрый вечер. В студии работает Надежда Саханская. Вы смотрите программу «Якутия вперед». Сегодня глава республики Айсан Николаев подведет итоги работы за март этого года. Добрый вечер, Айсан Сергеевич. Здравствуйте. Закончился прием заявок по программе «Якутия. Земля героев». Это и трудоустройство, и профессиональная переподготовка, а также и социализация ветеранов специальной военной операции. Сколько заявок поступило и что ждет участников программы? Как я ранее говорил, программа «Якутия. Земля героев» вызвала очень большой неподдельный интерес и среди участников специальной военной операции, и среди уже тех ребят, которые вернулись с нее, среди ветеранов боевых действий. Всего 583 заявки поступило. Особо отмечу, что практически все районы республики представлены в списке участников. Более того, есть даже желающие участвовать в ней из других регионов нашей страны. Сейчас начнутся уже конкурсные процедуры, которые будут проводить специалисты Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте. По всей стране именно они будут этим заниматься. Но после этого мы надеемся уже где-то к июню месяцу, когда будет сформирован окончательный список первых 25 участников, которые примут точное участие, мы начнем уже реально переходить уже к практической программе обучения. При этом 25 еще дополнительно ребят, которые сегодня находятся на специальной военной операции, будут отобраны тоже. Они по возвращении уже после ее окончания смогут уже тоже уже без отборов принять участие в дальнейших курсах нашей программы «Якутия. Земля героев». Мы эту программу делаем не на год, не на два. Она будет у нас много уже таких курсов будут проходить. В первую очередь, конечно, это направлено на вовлечение участников специальной военной операции, ветеранов наших боевых действий в активное управление нашей республикой, как на уровне муниципалитетов, так и уже непосредственно на республиканском уровне. Это и министерства, ведомства, администрации поселков, городов, районов республики, это муниципальные предприятия, предприятия с участием государства. В общем, целый такой широкий спектр, где, я уверен, и ребята смогут также преданно служить и Якутии, и России, так же, как это они делали на полях специальной военной операции. Еще одно из важных событий этого месяца – это запуск водоочистных станций в 4 районах республики. Объекты ввели в рамках федерального проекта «Чистая вода». Вот как это скажется на качестве предоставляемых услуг якутянам? Вы знаете, конечно же, то, что у нас сейчас, благодаря национальному проекту по чистой воде, мы уже в 12 пунктах с 2019 года ввели такие объекты, и вот сейчас 4 одновременно введено. Вот в Горном районе, Бердигестяхе, в Хангаласском, Верхний Бестях, Мухсоулох, в городе Нюрба, Нюрбинского района. И в Верхоянске, точнее Батагае Верхоянского района, это, конечно, говорит о том, что в самых разных районах республики всего около порядка 27 тысяч человек смогут сегодня уже получать чистую воду. Питьевую воду. Это очень важно, это, конечно, залог здоровья людей, и мы в дальнейшем будем работать для того, чтобы количество людей, имеющих доступ именно вот к хорошему централизованному чистому водоснабжению, к чистой воде, он у нас в республике рос, и программа эта будет продолжаться дальше. Мы надеемся, что уже в ближайшее время мы сможем ввести объекты в Алтанцах, Анпинского улуса, и также будем вводить уже тоже долгожданный объект по городу Алекминску, Алекминского района. Здесь тоже, и там работа на уже достаточно высокой стадии готовности. Надеемся, что уже в ближайшее время объекты будут запущены. После долгого перерыва прошел и важный для жителей Арктики съезд оленеводов. На нем обсуждалось развитие отрасли. Какие меры поддержки сейчас оказываются оленеводам и как вы оцениваете их эффективность? Знаете, у нас давно не было съезда оленеводов с 2017 года. Он предусматривался, что будет проходить раз в 4 года, но вот ковид тогда в 2021 году помешал. Потом уже началась специальная военная операция, как-то вот
переносился. Ну и вот мы все-таки в этом году приняли решение, несмотря на все сложности, провести его здесь, в Якутске, провести полномасштабно с участием всех наших районов оленеводческих, с проведением такой широкой культурной, спортивной программы. И вы знаете, вот ко мне подходили многие оленеводы, вот когда я был на озере Сайсары, все благодарили, сказали, что вот наконец-то мы дождались. Это для нас очень важно, что здесь, в столице нашей республики, отдают должное нам, оленеводам. Это на самом деле люди очень непростой профессии. Порядка свыше 1000 человек у нас занято профессиональным оленеводством. Свыше 900 оленеводов, свыше 100 чумработников. И благодаря их тяжелой, крайне сложной работе мы сегодня находимся на 3-м месте в стране по поголовью оленей. Оно у нас, пусть не так быстро, как хотелось бы, но оно растет. Сейчас порядка 165 тысяч домашних оленей у нас в республике. Рост по сравнению с 2020 годом где-то на 6,5%. При этом, конечно же, это не только чисто разведение оленей, это и сохранение культурных традиций народов Севера, это сохранение их исконных промыслов. И, конечно, мы будем поддерживать, и мы поддерживаем оленеводство. За 2020-2024 год всего из бюджета республики направлено 5 миллиардов рублей. Большие суммы. В этом году у нас в бюджете предусмотрено 1 340 000 000 рублей. Это по сравнению с прошлым годом почти на 20% больше. Вот, несмотря на все сложности с бюджетом, мы пошли на это. Есть индексация субсидий по оленеводству, есть разные направления, по которым мы сегодня видим уже хорошие результаты. В том числе не могу не сказать про программу «Молодой оленевод». За эти годы 69 уже оленеводов воспользовалось субсидией 1 000 000 рублей, сейчас уже стало 2 миллиона рублей на улучшение жилищных условий для тех молодых оленеводов, которые заняты в этой отрасли. Программа будет работать и дальше. Конечно, вот в разговорах с оленеводами многие из них ставили другие вопросы, причем они вполне, на мой взгляд, такие имеющие место быть и которыми необходимо заниматься и решать их. Это и вопросы финансирования перевозки детей в летний период, чтобы дети могли к родителям приехать и с ними в кочевых наших кочевьях поработать, а потом уже по осени, чтобы их собирали и обратно вертолетами доставляли уже в районные центры. Это и вопросы борьбы с хищниками, с волками, с медведями. Тоже много достаточно жалоб и определенные тоже предложения есть по увеличению финансирования, по их возвращению обратно в Министерство сельского хозяйства для более эффективного их использования. Есть вопросы, связанные с повышением товарности домашнего оленеводства, в частности, строительство новых убойных пунктов, более глубокая переработка оленины. Задач много, и мы обязательно их будем решать. Еще раз говорю, потому что оленеводство — это одна из не просто важнейших отраслей нашего сельского хозяйства, это и, еще раз говорю, это как раз сохранение и развитие наших коренных народов Севера. Я хочу отметить, что вообще март выдался очень знаковым как для коренных народов республики, так и в целом для жителей арктических районов, потому что вы же еще открыли и торжественно торгово-логистический центр в селе Хану Момского района. Оценили, насколько сейчас эта система влияет на доступность товаров? Да, в День Арктики как раз я был в Момском районе. Мы открыли там торгово-логистический центр, уже 10-й у нас в республике. Я помню тот старый логистический центр, который он был, и каким он сейчас стал. Конечно, это земля и небо. Это совсем современные уже другие производственные помещения, холодный склад, теплый склад, оснащенные и оборудованием для шоковой заморозки, и современными устройствами для поддержания оптимальной температуры для хранения овощей, фруктов. Это и резко расширившийся ассортимент. Вот раньше в Хану порядка 300 наименований было продукции, которые туда Якутапторг мог завозить. Сейчас их уже свыше 900. Представлено, причем цены, конечно, тоже для жителей Арктики, они
приятно их удивляют. Они низкие, они немногим сильно отличаются от города Якутска. Также и, что всегда жители арктических районов отмечают, достаточно уже большой сегмент занимает продукция наших якутских производителей и якутского хлебокомбината, Саюри, ФПК Якутия, Скиф. Другие предприятия можно называть. И, конечно же, вот то, что такие центры появляются, они очень важны еще с точки зрения того, что они должны в последующем обеспечивать и обратную загрузку. То есть чтобы там жители уже местные производители могли сдавать свою продукцию для того, чтобы уже поставлялось сюда, это в центральную Якутию. В том числе город Якутск, это и дикоросы, это и рыба, и другая продукция, в том числе вот оленина. И здесь я уверен, что Арктическая торгово-логистическая компания, бывший Якутопторг, конечно, работу эту начнет серьезно уже с этого года выстраивать. Еще раз говорю, в 10 из 13 районов Арктики уже торгово-логистические центры заработали, в 3 они должны уже быть построены и открыты до конца этого года. И мы тогда уже будем иметь полный весь спектр по всем районам арктическим торгово-логистических центров. Очень важно, очень нужно, и уверен, с этой задачей Арктическая торгово-логистическая компания справится. И, конечно, не могу не отметить то, что вот этот проект, если он начинался как раз исключительно за счет бюджета республики, то сейчас уже свыше 90% этого проекта финансируется из федерального бюджета через Министерство развития Дальнего Востока и Арктики. Это тоже, я считаю, очень хороший показатель того, что вот наш проект признан уже на уровне федеральном и не просто морально, но уже и финансово сегодня поддерживается из федерального бюджета. Приближается День Победы. Много внимания, безусловно, уделяется состоянию памятников и мемориальных зон, посвященных Великой Отечественной войне. Что в этой сфере делается сейчас? Конечно, достойно отметить 80-летие Великой Победы – это наш священный долг. Большая работа у нас в республике, в целом в стране идет. В том числе одно из очень таких нужных, важных направлений – это как раз приведение в порядок мемориалов, посвященных нашим воинам. У нас в республике порядка 700 с лишним таких мест. Практически в каждом наследии, в каждом городе это есть. Мы за ними всегда смотрим, ухаживаем, но именно под юбилей принято решение было, и сейчас 120 из них, они будут ремонтироваться, где-то капитальный ремонт, где-то достаточно серьезная тоже реконструкция проводится. Очень отрадно то, что восстановление этих наших мемориалов, этих памятников у нас активное участие принимает молодежь. Вот движение первых, например, в этом году по 3 районам республики, по городу Якутску тоже будет активное участие принимать. Мне они как раз рассказывали про эти объекты. Считаю это очень важным, чтобы у нас школьники, студенты, колледжи, высших учебных заведений как раз приобщались к этому делу. Это такое, знаете, вроде бы простое, но это очень важное, очень нужное дело, которое помогает нашу связь поколений не прерывать, ее от наших ветеранов через старшее поколение, среднее поколение уже протягивать к нашей молодежи, к нашим юношам, девушкам. Уверен, они все будут активное участие принимать. Ну и, конечно, большая работа у нас и по городу Якутску, где будут и памятники строиться, и новые у нас появятся места, такие памятные, в том числе памятник первому герою Советского Союза из народа Саха Федору Кузьмичу Попову будет у нас построен и введен. Другие объекты будут тоже приводиться в порядок, ремонтироваться. Также хочу рассказать о проекте «Бастионы памяти». Это наш проект республики, связанный с созданием таких тоже мемориалов в тех местах, где сражались и погибали якутяне в годы Великой Отечественной войны. В этом году в 4 областях нашей страны они будут создаваться. Это Калужская, Смоленская, Псковская и Волгоградская области. С руководством всех этих регионов уже принципиальная договоренность достигнута, участки выделены. Эскиз тоже вот здесь на конкурсе был уже отобран. И сейчас работа по строительству этих мемориалов будет проведена.
Также будут реконструироваться, ремонтироваться те места памятные для нашей республики, где же раньше были такие памятные знаки поставлены. Это и в Тверской области, это и в Новгородской области. Тоже я считаю, что здесь с участием и наших якутян, которые проживают в этих регионах, с участием крупных якутских наших предприятий, под координацией нашего постоянного представительства в Москве, все эти работы в срок и красиво будут сделаны. И это очень важно для того, чтобы сохранять, опять же, вот историческую память о нашей великой победе. Тем более, что до Дня Великой Победы остается чуть более 40 дней. Ну а вот на прошлых выходных завершился 5-й юбилейный фестиваль молодежи Мусустар. В этом году он стал еще более масштабным по количеству участников. Что и говорит, даже сам президент Владимир Владимирович Путин отправил к участникам личное обращение. Вот поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями, итогами фестиваля. Знаете, я всегда с большой радостью прихожу на фестиваль Мусустар. И в этот раз я очень приятно, знаете, не то что удивлен, да, я восхищен в очередной раз нашей молодежью. Она у нас прекрасная, она у нас очень талантливая, креативная, очень патриотичная. И я вижу, что будущее Якутии в надежных руках вот этой молодежи. Вот эти треки, 12 треков, 23 разных направления конкурсных были наполнены самыми, знаете, такими красивыми, современными, очень гражданственными выступлениями, проектами. Прошли замечательные лекции, прошли замечательные форумы. Несколько федеральных площадок провели здесь отдельные свои сессии. Вот впервые вот форум «Чистая Арктика» начал свою работу именно с Якутии, так открыл свой сезон. Форум, который проводит известный музыкант, общественный деятель Петр Лунстром, тоже в этом году свое мероприятие, которое называется 45-25, как раз 1945-2025, вот если так переводить, посвященный как раз патриотическому воспитанию молодежи, гражданской нашей позиции нашей молодежи. Он тоже с очень известными деятелями российского кино, искусства, политологами прошел у нас тоже здесь, в Якутске. Ну и сама атмосфера праздника была замечательная. Вот все гости, которые были, я вот тоже как гость приходил, отметил это. И свыше 3000 ребят, победителей уже вот районных конкурсов приняли участие уже в заключительном, а всего по республике более 25 тысяч ребят приняли участие именно на уровне районов, городских округов в различных мероприятиях. Было все очень, знаете, вот красиво, мне все понравилось. Ну и, конечно, то, что победили команды вот Мегина Кангаласского района, Оленевского района, это, на мой взгляд, тоже закономерно, это правильно, потому что вот именно районы эти, вот, я вижу, как последний год они очень активно работают именно в части молодежной политики. Поэтому очень острая конкуренция, конечно, была, но, как говорится, победил сильнейший. Уверен, что и в дальнейшем конкурс Мусустар вот также будет пользоваться такой большой популярностью. И, конечно, я хотел бы отметить особую такую поддержку со стороны руководства страны. Президент с нашей стороны не на все региональные конкурсы направляется и проверяется. А вот Мусустар с самого начала пользуется поддержкой его. И в этот раз он направил тоже очень такое теплое, искреннее приветствие всем участникам 5-го уже, юбилейного, скажем так, Мусустар. Давайте продолжим с вами говорить о молодежной теме, потому что в этом месяце состоялось еще и выездное заседание Комитета Государственной Думы по делам молодежи. Вот какие вопросы рассматривали и какие решения приняты были? Очень было тоже символично, что как раз когда у нас в Якутске проводился фестиваль Мусустар, здесь прошло также и выездное заседание Комитета Государственной Думы по молодежной политике во главе с ее председателем Метелиным Артемом. И, знаете, там тоже рассматривались вопросы, связанные с патриотическим воспитанием. Было очень серьезное, глубокое, я бы так сказал, совещание, где участвовали все регионы нашей страны, многие по видеоконференц-связи, некоторые приехали к нам в Якутск. Были представлены все патриотические организации нашей страны, от самых крупных до уже региональных. И более 3 часов шло такое широкое обсуждение как раз
той инициативы, которую выдвинула Республика Саха-Якутия и которую поддержал Крым, поддержали новые регионы. Это о проекте закона нашей страны об основах патриотического воспитания. Я считаю, что такой закон нужен. Мы в Республике Саха-Якутия одними из первых в стране начали как раз в этом направлении двигаться. В 2019 году, как раз после появления в ноябре моего указа, в школах республики начал исполняться гимн Российской Федерации. В 2022 году мы приняли специальный закон о патриотическом воспитании молодежи. Вот. Ну и мы считаем, что и на уровне страны такой законопроект должен быть обязательно разработан и принят. Было много разных предложений, замечаний, были и дискуссии, не без этого так, но все сходятся на том, что такой закон нужен. И очень надеюсь, что вот как раз выездное заседание комитета позволит этот законопроект оформить его как законодательную инициативу правильную, так и она будет поддержана со стороны Государственной Думы, и такой закон у нас в стране появится. Скорее всего, так и будет. Ну, по крайней мере, хочется очень в это верить. Айсан Сергеевич, большое спасибо, что нашли для нас время, рассказали о самых заметных событиях этого месяца. Будем рады видеть вас еще в нашей студии. Спасибо. Напомню, вы смотрели программу «Якутия вперед». До встречи в эфире.